Здравствуйте, уважаемые радио и телезрители, радиослушатели и телезрители. Сегодня у нас передача посвящена теме предпринимательства. И снова у нас в гостях представители общественной организации «Союз. Торгово-промышленная палата Республики Саха-Якутия. И, конечно же, сами непосредственно виновники торжества, да, и участники Союза. Это предприниматели, которые работают и ведут свою предпринимательскую деятельность на протяжении уже долгих лет в городе Якутске. И сегодня мы хотим поговорить об очень интересных событиях, которые сопровождали деятельность торгово-промышленной палаты именно вот осенью. Начиная с октября, вот октябрь, ноябрь, вот эти 2 месяца, они были очень насыщены разными событиями, и эти события очень приятные. И давайте о них мы сейчас послушаем, узнаем. У меня в гостях сегодня Зоя Даниловна Реева, она представляет торгово-промышленную палату, Анатолий Николаевич, Анна Ивановна и Ольга Витальевна. Это постоянные члены торгово-промышленной палаты. И сегодня они расскажут о своей работе, о тех мероприятиях, в которых приняли участие, и о своих впечатлениях. Зоя Даниловна, вам слово. Добрый день. Спасибо, Рита Михайловна, что вы нас пригласили. Но если говорить про наш специальный проект «Деловая Якутия», он буквально в этом году родился, в начале года. И мы этот проект очень любим. Значит, проект в себе включает это бизнес-миссии, B2B встречи, переговоры, мастер-классы и выставки, ярмарки. И буквально мы вот с 13 по 18 буквально на той неделе съездили в Республику Беларусь. Значит, вот такой большой делегации, 14 человек нас было, это где-то 9 предприятий, разные отрасли. Значит, от чего это у нас пошло? Марина Олеговна, наш президент, в июне этого года подписала соглашение на Петербургском экономическом форуме с президентом торгово-промышленной палаты с Михаилом Метликовым, и у нас уже оттуда и началась работа, скажем так. И цель поездки взаимодействие представителей малого и среднего бизнеса с потенциальными зарубежными партнерами, да, поиск контрагентов, поиск поставщиков, что интересно нашему бизнесу, да. Значит, республику представили такие компании, как торговые предприятия, дошкольные образовательные учреждения, сеть аптек, стоматологических клиник, торговля, еще раз говорю, производственные компании и индивидуальные предприниматели. В рамках бизнес-миссии, они об этом сами еще расскажут, мы посетили очень много мероприятий, предприятий. Заранее мы программу с той Могилевской палаты, которую за нами закрепили, мы все это отработали по желанию предпринимателей. Мы заранее у них спрашивали, что бы они хотели бы, какие цели, задачи они перед собой ставят. Поэтому, я думаю, для них это было интересно, полезно. Об этом они, я думаю, они сами расскажут. Да, давайте спросим непосредственно об участниках бизнес-миссии. Анатолий Николаевич, расскажите о ваших впечатлениях о поездке в Белоруссию. Что вам там понравилось? Вот ваша сфера – это медицина, да, и сеть аптек. Вот расскажите, пожалуйста, вот из своей сферы, что вы для себя полезного и какого-то необычного, может быть, что-то нового выбрали и уже будете применять непосредственно в своей работе? Добрый день всем. Цель моей поездки была, конечно, такая ознакомительная, и в связи с тем, что много медицинского оборудования производится уже в Беларуси, более-менее надежного, скажем так, в том числе и медицинская мебель, и сопутствующие товары для аптеки. Поэтому и мы говорим о тех вещах, которые мы сейчас применяем для поддержания наших ребят по линии СВО. Поэтому очень качественные вещи производят именно в Беларуси. Я встречался именно там по аптечкам, которые большие аптечки, малые аптечки, носилки для переноски раненых и так далее. И вот, конечно, качество просто удивительно. И цена, сравнивая с нашим рынком, конечно,
даже не стоит. Мы договорились, что произведем закупки, и уже, в принципе, вышли на договорные такие отношения. Сейчас по количеству определимся, чтобы уже логистику удешевить с другими районами. Вот не только с Якутска же были у нас там. Поэтому как с логистикой все определим и объемом, и сделаем заказ. Это вот буквально, наверное, на следующей неделе. В том числе для клиники компрессорное оборудование Ремеза производят заводы именно в Беларуси. Мы перешли все компрессорное оборудование в клинике именно этого завода. И вот запасные части напрямую, а не от дилеров их, которые в Москве, конечно, там по цене снижение где-то до 40%. Ничего себе. Да. С ними тоже договорились, произвели закуп. Поэтому поездка оказалась полезной. Кроме того, новые люди, которые влились, скажем, в работу ТПП, мы там и успели пообщаться, переговорить, новые контакты. И, конечно, это между собой, между теми, кто ездил именно, 14 человек у нас было. Основную массу, конечно, я знаю. Мы много лет и в рамках деловой ездим там и по району, обучаем предпринимателей. А там, конечно, новые люди появились, тоже очень интересные, которые думают не только о своем бизнесе, думают именно о бизнесе предпринимателей, которые у них в районе. Это для меня тоже было очень таким хорошим открытием, скажем. Поэтому я доволен поездкой. Я понимаю, что результаты будут еще попозже, все, скажем так. А так, поездка хорошая. В Беларуси я был до этого буквально. Мы со своей женой мы ездили буквально 2 года назад. Она меня удивила с первого раза. Чистая, красивая, как говорится. Здесь маленько сезон другой. Даже еще цветы в клумбах растут. Тоже все красиво. Это в ноябре, не учитывая. Да, цветы, в клумбах. Даже если там где-то на фотографии были представлены уличных, то, конечно, город хорошая, республика. Удивительно самоотношением к своим. Такое. Есть что перенять, да? Есть. Много. Заводы, фабрики. Я как производственник, и это, мне кажется, так, что услуги предоставляем. Мы кое-что и производим. Я занимаюсь разными технологиями, по воде и так далее. Конечно, это сохраненные люди, самое главное, предприятия, это для меня как мед, как говорится, на сердце так. Смотришь, люди, завод работает, там работает. Для меня очень хорошо. Самое главное, конечно, это люди, да? Конечно. Забота о людях. Да, и люди такие добродушные. Встречали нас вообще, потому что заранее все было оговорено, договаривались, поскольку мы нас встречали очень везде хорошо. Белорусы как себя гостеприимными хозяевами показали? Конечно. Даже без разговора. Да. И кухня нам очень же близкая. Поэтому... Да. Кухня русская. Анна Ивановна, расскажите о детских дошкольных учреждениях. Вы посещали белорусские дошкольные учреждения? Что вы для себя, какие-то, может быть, фишки, какие-то, может быть, полезные вещи привезли оттуда? И с каким трудом еще это было? Да, договорилась. Да, хочу попросить прощения за свой голос. Немножко в поездке простудилась, не рассчитала климат московский. Там было холодно, познакомилась с морозом московским, поэтому голос немножко севший у меня сегодня. Хочу сразу поблагодарить нашу торгово-промышленную палату за организацию таких мероприятий. Хочу поблагодарить торгово-промышленную палату Беларуси. Все было очень хорошо организовано. Вообще нигде никакой заминки, ожидания, ничего такого не было. Все четко по программе. С нами была Юлия с Могилевской торгово-промышленной палаты. У нее все по времени расписано, она это четко контролировала. Было все очень хорошо организовано. Я посетила детский сад. Не без труда мы туда попали, потому что, как мне Юлия рассказала, немножко было недопонимание, что частный детский сад хочет посетить детские сады в Минске, потому что там нет частных детских садов. Там есть только государственные детские сады, а частные – это не детские сады, а детские студии, детские центры. Центры дошкольного образования такие, они даже не позиционируют себя как дошкольного образования, просто детский центр. Понятно. Все, вот так вот у них. Частных детских садов нет. Встретили меня в муниципальном детском саду очень тепло. Заведующая Татьяна Владимировна. Сначала чувствовалось немного напряжения, потому что все-таки с другого региона люди не понимали, что она тут хочет у нас увидеть, что она хочет понять.
Что за секретные потом, технологии? да, в процессе беседы, когда мы стали разговаривать, на самом деле у нас все очень схоже. Основная образовательная программа, дополнительные кружки, какие у нас кружки проводятся. В принципе, все очень схоже. Затронули тему, я сказала, что у нас в детских садах очень хорошо продвигается проект по сохранению якутской национальной культуры и языка. Они это тоже очень хорошо приняли и сказали, что у них тоже проводятся занятия. У них прям ежедневно на белорусском языке определенные занятия проводятся, чтобы дети все на бытовом уровне могли понимать, общаться. А так, детский сад очень хороший, несмотря на то, что он не новый. Ему уже много лет, он еще с Советского Союза был построен. Оснащение очень хорошее, очень приветливые, все везде показали, рассказали, посетили все, прошлись по всем группам. Занятий много. Чаепитие нам устроили, угостили нас вкусными булочками от детского сада. В общем, впечатления только положительные. С нашей стороны я тоже подарки преподнесла, и мы договорились о том, что мы будем взаимодействовать в плане проведения совместных занятий онлайн с детьми для ознакомления, в рамках окружающего мира. Планы есть. А также помимо детского сада у меня еще были организованы встречи бизнес-бизнеса, и там я общалась с поставщиками по текстилю, детские костюмы спортивные, игрушки. Детская одежда, потом постельное белье детское, производители мебели для дошкольных организаций, для образовательных организаций. Ну и, конечно, с Полесье. Полесье — это изготовители игрушек. Они доступные по стоимости, качественные по сравнению с некоторыми игрушками других производителей, да. Встречались, пообщались, они нам презентационный материал подготовили, тоже планы работы наметили. Было очень полезно. Встреча очень полезная, я считаю. А также мы посетили ярмарку, там про ярмарку Ольга расскажет. Мы посетили кондитерскую фабрику «Коммунарка», впечатление тоже нас прямо по цеху провели. К фабрике подъезжаешь, запах шоколада прям вообще восхитительно. Восхитительно вообще. И нам как сказали, что мы все счастливые люди, работаем на фабрике, потому что шоколад, запах шоколада, он вырабатывает определенный гормон счастья у человека. И мы все счастливые. И мы тоже были очень довольны прям вообще. Да, давайте передадим слово Ольге Витальевне, и она расскажет как раз о предприятиях в сфере торговли и вообще, что полезного. И мне кажется, вот глядя даже на фотографии, которые вы привезли из поездки, да, то витрины, совсем по-другому оформлены, и так все насыщенно, и так показана свежесть продуктов. Совсем продукты совсем по-другому презентованы, даже в обыкновенных торговых точках. Ольга Витальевна, расскажите ваши впечатления. Вот как для вас была, вот какой была для вас эта поездка, что вы полезного для себя оттуда вынесли? Добрый день. В первый день мы сразу же приехали на выставку Продэкспо. Это международная выставка. Да, международная выставка. Сразу скажу, что были и представители с России. Так как мы занимаемся чаем, чаевники тоже там были. С индусами. Я даже там встретилась, не доезжая до Москвы, уже с индусами. Мы провели переговоры. Вот будет встреча у нас. Продукция вся, конечно, свежая. Знаете, так как мы занимаемся еще сырами, колбасой, и мы с этим знакомы, конечно, ходили, все смотрели, все объясняют. Вот что мне нравится с заводами, каждый знает свой продукт. Продавец тоже же должен знать. Конечно, состав обязательно. Да. И в первый день именно были технологи. То есть весь вопрос как раз по качеству с технологами, да, мы обсуждали. Там еще на выставке были молодые кондитеры. У меня есть, кстати, фотографии, могу поделиться. Торты с мастики. Вы знаете, это шедевр. Я подошла и говорю девочкам, кушать это можно? Это нельзя, но вообще мы делаем заказы. Я такая, это было вообще восхищение, потому что это, знаете, как молодежь, которым там, может, лет 20. Это кондитеры, которые еще учатся. И вот они с такой красотой и любовью это делают. Я пофотографировала, потому что у меня внук сластена, и он всю эту красоту очень любит. Я внукам сфотографировала. Мы продегустировали, конечно. И следующие поездки были фабрики.
Фабрика, например, коммунарка, это, да, сладкие мужчины, у них сотрудники, сладкие женщины, у них сотрудницы. Презентацию они делали... Это прям так называется, да, что ли? Да, мы, они так и знаете, мы называют. как будто были, вот как фильм же есть детский «Шоколадная фабрика». Да. Вот мы были на этой Да. шоколадной фабрике как дети. Что... вот за что я уважаю и вот как это правильно сделано, да? Они на фабрике все автоматизировали, но при этом они ценят своих, они рабочие руки ценят. То есть прям был как бы рассказ, когда про фабрику, так и говорили, да? Что да, у нас все автоматизировано, но люди у нас задействованы. Мы ни одного рабочего места не потеряли. Работают они 24/7. Конечно, нас там заставляли кушать. Нам уже было тяжело, но мы сладости кушали. Я до сих пор помню послевкусие конфеты вишневой с перцем. То есть это вот такое вот как бы очень вкусность, да. Мы сейчас проводим переговоры с фабрикой, и я надеюсь, что к Новому году мы порадуем нашу республику вот этими вкусняшками. Сами мы привезли чемоданы с шоколадом, со сладостями. С салом. Да, с салом. Ну, сладости были в первую очередь, да, конечно, сало, колбаса, потому что с какой-то колбасой я все-таки знакома. Что еще? Что нас еще вот именно в Беларуси впечатлило? Это сам Минск. Сам Минск. Мы ездили. Был гид, он историк. Рассказывал очень много очень интересного. Мы попали в храм. Это, конечно, долгая история. Попали в храм, мы даже знаем историю. Мы прошли по памятникам. К памятникам они относятся очень уважительно. Везде стоит охрана, но охрана такая, знаете, не так, что боишься подойти. И, знаете, один впечатлил меня очень памятник. Мы когда все подошли, мы плакали. Ну, то есть прям слезы, да, были. Там был ангел, но на холме стояли мамы. Этот посвящен памятник был матерям сыновей Афганистана, те, кто пропал без вести, кто погиб. И сделан этот памятник так, что даже если когда будет ветер, там внутри струны, они играют. То есть я сфотографировала этот памятник, да, скинула мамам, так как мы участники СВО, да, и понимаем, что через какое-то время нам нужно будет, тоже нужен будет памятник, мы должны поставить, да. Вот. Беларусь очень чистая. Она очень чистая. То есть... Минский за городом, да? Да, Минск чисто. Прям... Мы искали, где бы соринку. Даже на вокзале, когда мы ждали поезд, я думала, вокзал точно грязный. Точно. Нет, он был чистый. Хочу спеть оду нашей торгово-промышленной палате. Не стесняюсь, всегда говорим, и мы все говорим, да, потому что мы много лет работаем с торгово-промышленной палатой. Сделав такую, они делают каждый раз такую огромную работу, ведь правда, они посекундно прописывают. Мы ничего лишнего телодвижения не делаем. У нас нет такой, ребят, посидите на лавочке, а мы сейчас там. У нас все прописано. Востока это, востока это, востока это, востока это. Программа очень четкая. Программа очень четкая. Мы те люди, которые на попке не сидим. У нас все время расписано. И мы приехали сюда не для того, чтобы в гостинице отсиживаться. Мы именно приехали для того, чтобы работать, потому что мы хотим в республику и в город привезти новое. Это не говорится, что, знаете, мы сейчас привезем, а тут местные производители. Мы привозим, везем сюда, чтобы был широкий ассортимент, чтобы люди, кто не может поехать, да, попробовать, мог попробовать у нас. Конечно. Марина Роща, Марина Горка. Марина Горка. Расскажите про Марину. Да, Марина Горка. Я расскажу про экодом, а ты вот эту технологию... Вы знаете, это город будущего. Транспорт будущего. Транспорт будущего. Но я сейчас расскажу, как мама и бабушка. Город, то есть дом, экодом, где канализация, она питает внутри зимний сад. И мы сейчас прервемся на рекламу, потому что у нас остается буквально полминуты, а после рекламы вы расскажете, Ольга Витальевна, про это чудо, чудное, которое вы увидели. Да, сейчас мы прервемся и продолжим после рекламы. Дорогие радиослушатели и телезрители, присоединяйтесь, звоните в студию и задавайте свои вопросы.
дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И у нас в гостях представители Торгово-промышленной палаты, которые недавно совсем посетили Республику Беларусь бизнес-миссией. И мы продолжаем наш разговор. Ольга Витальевна, расскажите про это чудо чудное, о котором вы начали рассказывать нам перед рекламой. Да, Марина Горка, то есть это вообще эко и деревня, это транспорт будущего, это ферма, благодаря калифорнийским червям производит биогумус. Это вот, ну, для земли, будем говорить, как удобрение. Как удобрение, без химии. Угу. Мы кушали яблоки, мы покупали яблоки. Но вот этот дом, он меня очень впечатлил, потому что семья у нас большая, внуков нормально, у нас так много, да. И, знаете, там везде есть цветы, деревья. Мне это понравилось, даже мы выходили на крышу. Зелень, да? Зелень, да, все. И вот то, что, будем говорить, канализация, стирка, там, посуда, все это не выливается, а это там вот получается, благодаря, будем говорить, их там исследований, как-то они все это сделали, это питает все вот деревья внутри дома. То есть это полностью такой экологически чистый дом. Экологически чистый дом. Причем его, оказывается, вот эти дома там сдают. В аренду? В аренду. Вот эти Калифорнии. Потом перейдем вот на ферму. Нам все показали, рассказали. Конечно, секрет они не рассказывали, но калифорнийские черви работают очень хорошо, потому что мы прошлись по саду, и там такие деревья, яблоки. Ну, такое впечатление. Мы, кстати, привезли яблоки с собой, и когда я открыла чемодан, очень вкусно пахло. Запах сразу. Запах, да. Транспорт будущего, он идет наверху, как это правильно, это вот мужчина нам рассказывает. По струнам, да, по таким, загрузка 16 и 24 человека. Для чего? Как фуникулеры? Да, типа такого. Таких, да. Для чего это сделано? Чтобы по земле машины не ездили, не загрязняли, а больше засажено было деревьями. Чтобы люди ходили. Мы открыли рот, и вот так все смотрели. Было очень ветрено было. Но мы не хотели уходить, потому что впечатление было такое, как будто мы попали, знаете, вот «Алиса в стране чудес». Такое вот как-то на другую планету? Да, что-то такое. И мы были впечатлены. Ну, нас потом, конечно, покормили, мы немножко опустились на землю. То есть это такой яркий пример заботы о собственном крае, да, о собственной земле. Как бережно, у них. Да, как бережно относиться к своему, к своей природе. Да. Ну, это отлично. И такие яркие впечатления, я думаю, что вы передадите своим детям, внукам, знакомым, близким. Если вот так вот действительно поделиться, да, и рассказать такой опыт, если даже кто-то захочет из вас, дорогие радиослушатели и телезрители, вдруг посетить Республику Беларусь, обязательно съездите, посмотрите. Ну и, конечно же, нельзя забывать, что и у нас в республике можно так делать, да, также заботиться, начинать заботиться, если кто этого не делает еще, о том месте, где мы живем, озеленять, стараться, чтобы все было чистым, ну и, конечно, перенять опыт было бы неплохо по переработке, да, допустим, тех же отходов и бытовых отходов, и это было бы отличное решение по очистке окружающей среды. И как раз с нами тоже была такая компания, которая именно вот этим и занимается. Это целая индустрия, получается, тогда? Это индустрия, во-первых. Это один из видов отношений к экологии, скажем. А так, конечно, много экологических решений, там, начиная от этих червей, заканчивая там системами очистки сточных сливных вод, и они абсолютно там применяемы. Это для меня, конечно, тоже очень такой интересный опыт, потому что мы занимаемся как раз-таки вот сейчас в 6 часов будет презентацию, мы будем делать именно по видам водоподготовки и водоочистки. Конечно, это тоже хороший опыт. Ну и вы, наверное, знаете, что и наши тоже молодые ученые тоже разрабатывают, например, они разрабатывают насекомых, которые едят пластик, да. Ну и, конечно, я уверена, что вы переняли опыт по экологичной упаковке. Потому что если мы говорим об экологичности продуктов, об экологичности, там, допустим, окружающей среды, да, отношения к окружающей среде, то и экологичная упаковка здесь тоже острый такой вопрос ставит перед нами, да, как потребителями и перед вами, как производителями, получается. Вот. Ну, давайте продолжим о приятном. Потому что после поездки в Беларусь вы поехали куда? Москву. В Москву, вот. И в Москве вы сделали что?
Анна Ивановна? Да, ну мы на обратной, на обратной дороге у нас еще была запланирована, значит, встреча торгово-промышленной палаты Московской области, да, и Марина Олеговна, ну, наш президент, она подписала соглашение с президентом Московской торгово-промышленной палаты Владимиром Михайловичем Платоновым. И, значит, там тоже были B2B встречи. Наши тоже о своей деятельности рассказывали. B2B – это бизнес для бизнеса. Да, для бизнеса. Там тоже была подготовлена заранее программа. С той стороны, по нашим интересам, тоже были приглашены предприниматели. Поэтому вот такая обоюдная, тоже полезная встреча была. Значит, встреча в ТПП. Да, потом мы посетили главный офис ТПП РФ в Москве, встречались с нашим президентом Сергеем Николаевичем Катыриным. Наши все очень довольны. Да. Это такое на Ильинке, это такое громадное здание. Это все очень солидно. Мы сфотографировались, о своих проблемах, своей деятельности рассказывали. И все это под ручку. Там тоже сидели люди, которые записывали. Поэтому, для решения потом в дальнейшем этих и потом сейчас Анна Ивановна, нынче у нас она и победительница. Да, вот значит, вы сейчас на экранах видите как раз фотографии с поездки в Москву. И вот здесь у нас Анна Ивановна поделилась своими наградами, которые она привезла из Москвы. Из Москвы. Это золотой Меркурий. Он очень тяжелый, ребята. Мы, вот республика, никогда не получали вот такую, никто не получал вот такую награду. Это высокая награда ТПП Российской Федерации, да. И вот наша Анна Ивановна нынче удостоилась, семья Постниковых, вот такой награды. И я думаю, сейчас Анна Ивановна про это расскажет. Это очень даже высокая награда ТПП РФ. Да, спасибо, Зоя Даниловна. Вообще хочу сказать, что наша торгово-промышленная палата республики очень активная. Марина Олеговна очень активная, вся команда торгово-промышленной палаты очень активная. Предприниматели, которые составляют основную часть, да, тоже очень активные. Спасибо. И наша организация, наша компания, мы тоже активно принимаем участие в разных конкурсах, мероприятиях. И в том числе принимали участие 2 года подряд в региональном конкурсе «Золотой Меркурий». Стали победителем в номинации «Лучшие семейные компании в сфере услуг». Да, вот этот наш «Меркурий». Якутский, купец якутский. И также мы были поданы нашей торгово-промышленной палатой на национальную премию «Золотой Меркурий» торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Было очень волнительно, потому что желающих очень много, заявок было очень много подано. Мы очень хорошо представили нашу компанию, республику, и стали победителями в специальной номинации «Устремленные в будущее». Вот этот «Золотой Меркурий» торжественно был вручен в июне. Очень торжественное мероприятие, было волнительно. Очень много было компаний, в том числе семейные компании нашей страны. И очень чувствуется теплая атмосфера от семейных компаний. В торгово-промышленной палате также есть отдельный проект «Семейные компании России», «Надежды бизнеса России» для детей, предпринимателей, для членов торгово-промышленной палаты. Очень интересные проекты. Поэтому я вот хотела бы сказать предпринимателям, семейным компаниям, обратить на это внимание, потому что наших детей надо их тоже учить бизнесу. Конечно. Потому что мы, как предприниматели, мы сами все в деле, в работе, в бизнесе, а оказывается, мы детям своим не объясняем вот внутреннюю составляющую. Они просто по факту знают, что мама занимается чем-то, папа занимается чем-то, такая-то компания. А как вот это все строится и как организовывается, оказывается, мы это не передавали. Это для нас было открытием. Вот. Ну, а помимо этого, мы с Ольгой Витальевной в Москве были на концерте. Сегодня мы приехали. Вчера мы были на торжественном мероприятии, посвященному Дню матери Российской Федерации, который будет 26 ноября. Сейчас вот вас будет видно. Да, и, пользуясь случаем, хочу поздравить всех мам нашей республики и страны с праздником День матери, который будет 26 ноября. И к этому мероприятию, к этому празднику было торжественное мероприятие. Вчера чествовали матерей героинь. Мать героя у нас в России, да, раньше был
был, как сказать-то? Медаль это или медаль была от 10 детей и больше. Потом как-то это отошло немного, и об этом забыли. Да. А Владимир Владимирович буквально, вот, по-моему, в прошлом и в позапрошлом году он сказал, что этому знаку нужно опять его восстановить, и он должен быть. И чествовали матерей-героинь, у кого 10 детей и больше, но также есть различные мать-героиня 3-й степени, 2-й степени, 1-й степени. И я была награждена вот знаком мать-героиня 3-й степени, потому что у меня 4 детей, я многодетная мама, активный деятель. Ну, тоже как бы направили нас. Спасибо большое, да. А также чествовали матерей-героев, матерей-патриотов. Ольга Витальевна у нас мать героя. И она тоже получила медаль. Получила, да. Нам вручали первым. Вручали первым, да. Это мероприятие было очень эмоциональное. Скажу, что там матери-герои, это матери участников СВО. Не все вернулись оттуда. Поэтому было очень эмоционально. Были такие моменты, когда мы плакали, женщины плакали, но в то же время такие мероприятия нужны, потому что они объединяют, и женщины друг друга поддерживают. Это очень надо. Да. Потому что кто-то сильнее, кто-то, может быть, не такой сильный, да, а помощь нужна всем. Безусловно. Абсолютно с вами согласна. И поздравляю вас с такими высокими наградами. Вы большие молодцы, что вы несете свои знания, свой опыт и перенимаете еще и опыт уже успешных и иностранных, потому что вы, считаете, съездили в Беларусь, все-таки зарубежная страна, да, перенимаете опыт иностранных своих коллег и собираетесь его притворить в жизнь здесь, у нас в республике, и в своем родном городе. И это очень замечательно. Давайте же вернемся в республику. Потому что, насколько мне известно, уже в течение 2023 года было осуществлено несколько поездок по районам республики в рамках программы «Деловая Якутия». И это такой уникальный проект, я вам сейчас расскажу, дорогие радиослушатели и телезрители, да, об этом проекте кратко. Это такой уникальный проект, когда предприниматели, успешные люди ездят по районам и передают свой опыт своим коллегам, начинающим предпринимателям. Я также езжу в составе делегаций, тоже принимала участие. Кроме одной поездки, вот у меня не получилось съездить в Нейрюнгри, о чем я очень жалею. Но я уверена, что следующей поездки я ни одной не пропущу, потому что это очень полезно, во-первых, для себя, потому что мы расширяем круг своего общения. Но вот, Зоя Даниловна, расскажите, пожалуйста, о том, в каких районах вы уже были, в какие районы вы еще собираетесь посетить, потому что у нас осталось совсем немного времени до конца эфира. Вот, и хотелось бы успеть, конечно, рассказать нашим слушателям и телезрителям об этом полезном проекте «Деловая Якутия». Спасибо, Рита Михайловна. Мы уже посетили вот своим проектом Амгинский улус, Усалданский улус, Алданский улус. И вот прямо в ноябре перед поездкой в Беларусь мы ездили в Горный улус. Да? Это всегда делается очень большая программа по желанию улуса. Предварительно мы программу делаем, но мы им предлагаем. Но это обязательно с нами ездит, значит, мы всегда ездим большой группой. Это где-то от 30 до 50 человек. Автобус нанимаем, кто на своей машине, да, такой большой программой. Значит, подписываем соглашение с главой Улуса обязательно награждение лучших предпринимателей Улуса. Они являются членами торгово-промышленной палаты? Пока еще нет. И, значит, с координационным советом встречаемся, да. Есть обязательно образовательная программа, патриотическая программа, обязательно проводим мастер-классы, это я сказала по желанию Улуса, да, и выставка-ярмарка. И вот когда мы в Горный Улус ездили, с нами уже 2 мероприятия проводим вместе с государственным вокальным ансамблем Туймада. Да, вот это именно как-то украшает еще мероприятие, да, когда мы подводим, и как-то какая-то вот праздничная атмосфера даже. Значит,
Ну, я сказала же, да, что мы выезжаем Да, всегда большими группами, да, всегда с нами охотно ездит, значит, Фонд развития предпринимательства республики, Агентство развития туризма, территориального маркетинга. Ну, они рассказывают о мерах поддержки предпринимателей, что очень В сфере интересно. туризма именно. Да, что очень интересно населению, району. И потом после вот этой поездки всегда бывают к нам звонки, да, и звонки, потом люди сами приходят к нам в ТПП, кто-то вступает в нас же членская организация, поэтому это очень полезно, это мы ради бизнеса, мы и ездим, и рассказываем, и вот как сегодня говорили, именно вот таких опытных наших предпринимателей. А вам как, тоже уважаемые предприниматели? Да. Я дополню, конечно, это, со стороны предпринимателя. Да? Предприниматель на месте, он когда дорастает до определенного какого-то там порога, или так сказать, думает, что я здесь самый крутой. Но когда приезжают предприниматели, даже, может быть, не зарабатывая столько денег, но двигаясь маленько по-другому, он понимает, что, оказывается, решение для дальнейшего роста намного больше. И они начинают двигаться, работать по-другому. И вот уже в тех районах, в которых мы побывали, предприниматели, кроме того, что вступают уже в ТПП, они начинают уже созваниваться с теми, как говорим, B2B, да? B2B, да. Друг другу, если будем на русском языке говорить, друг другу начинают звонить, общаться, понимать, уже такие прямые отношения начинаются. И это, конечно, тоже влияет. И многие предприниматели не знают о мерах поддержки. Почему мы говорим, вот фонд поддержки ездит, там агентства разные с нами ездят. Они не знают о мерах поддержки, хотя они существуют, даже не выбираются деньги с фонда поддержки, там и процент хороший. Да, и не только один директор с нами ездит, а специалисты, узкие специалисты. Поэтому они к ним подходят и спрашивают. Сразу на месте консультируют, и можно будет сразу же проконсультировать и по содержанию. И так далее. Вот, я вот столкнулся с тем, что, оказывается, некоторые вообще не знают. Они говорят, да мы не думали, что, оказывается, можно взять в фонде поддержки там, под 5% или там в республиканском под 8%. Они думают, что как 15, 20, 25, и, конечно, никто не берет, не ищет деньги. Есть же еще программы субсидирования, например, как по развитию туристических направлений, да? Здесь же целые субсидии работают. Это же... И этот фонд дает возможность развиваться же, самое главное. Развитие без денег не бывает. Но потом плюс этой поездки, вообще всех поездок наших, да, когда мы там говорим в республике или мы вот как в Белоруссию, это, знаете, мозговой штурм для нас и для предпринимателей. Вот мы разношерстные, да, все едем. Кто-то торговля, кто-то медики, там, кто-то это, да. Но при этом мы друг друга дополняем. Отлично. И на этой такой замечательной ноте мы заканчиваем наш выпуск сегодня. Благодарю вас за то, что вы пришли. Надеемся, что это не последняя наша с вами встреча. Конечно. И мы будем продолжать встречаться с вами в прямом эфире, чтобы в дальнейшем рассказывать